Ребят, скворцы у нас уже 5 апреля. Сегодня 5 апреля. Так, сейчас закрою дверь. В таком состоянии. У меня еще спят дома. Сейчас время 5 часов 17 минут. Везде все замерзло. Вон какие ручьи идут по двору. Сейчас собак отпущу и сходим на небольшой поход. У нас будет небольшой поход. 2 дня уже не вылазили они. Они до такой степени устали, видно. Ладно. Вон, смотрите, даже не побежал. А это вообще, не знаю, сможет ли сходить. Бардак тут. Давай потихоньку погуляем, пошли. Вон, даже не бегают. Мама. Вон. Вайда, видно, поранила лапы в прошлом походе. И сейчас вот тоже как-то чуть-чуть хромает. Ну давайте сходим до шалаша. До шалаша сходим на другой берег. Я взял только топор, подправить шалаш там, поработать и обратно. Хороший денек сегодня также. Пошли, мама. Флаг. Смотрите, какое солнце, какое утро. Пока нас держит, через часа 4 нас, кобылек, нас перестает держать. И где-то часа 2, наверное, погуляем. Че их собралось-то тут столько? Вон, сороки. Вот так вот. Лак. Уже люди просыпаются. Рано некоторые встают. Им не спится. Да. Уже откуда-то возвращаются. О, верба-то открылась уже там. Приблизить. Сейчас поближе там, наверное. Верба уже открылась. Здесь на солнце. Все уже белым-бело становится. Вот это сегодня погодка, ребята. Тихо, безветренно. Нас держит. Вербы-то смотрите какие уже. Вербы. О, набухли тут. Все, далеко я ходить не буду в этом году. Если что, сюда и приду. Вон они. Уже эти выходные. Ведь и выходные уже верба. Праздник этот. Я не скажу, что я верю в все эти праздники, но традиция есть традиция. Такие дела. Рыбаков не видать пока. Вроде погайда немножко. Но не так активно бегает. Лапы, видно, еще болят. Кто-то тут на мотособаке ездил. Это не бураница. Ну, не буран. Виду буран. А мотособака. Решил пройти через кладбище. Я уже не раз говорил, что мои фильмы из моей жизни все показываю подряд. И через кладбище. Кладбище тоже, наверное, раза 3 уже снимал. Тут свежепохороненные люди тут. В эту зиму по этому снегу, по этому снегу, да, наверное, 3 человек я перевозил на УАЗике. 3 умерших. Такие дела.
так умирает. Я не знаю, очень много людей в год рождаются, я не знаю, в этом году или один человек, наверное, в школу только выходит. Практически рождаемости нету. Вот так на скорую руку пройдусь. Вот хорошие мои учителя. Ладанов Александр Васильевич, Ладанова Ангелина Михайловна. Всяком их знают, хорошие люди были. Ну так, вкратце покажу. А тут вообще тоже свежие в этом году кто-то. Уже еще раз стояла. Михайлова Мария Александровна. Ага. Так, что я вообще зашел, у меня с собой конфеты и немножко, наверное, раздам своим родителям, родным. Так, где бы кого найти? Так, уже только пришло все, даже не знаю, где кто лежит. Так, тут кто? А, вон он. Николай там. Начнем с него. Так. Ну, обычно вот так. 2 конфеты я положу у всех всегда. Вот это да. Кладбище-то уже вон куда пошло. Кому не интересно насчет кладбища, там перемотайте и дальше смотрим поход. А я пока здесь буду. Тут у меня теща лежит и жены брат. Вот снега сколько. Вот так. Такие дела лежат. Давно уже лежат. Тут тоже свежее все. Попова Елена Михайловна. Да. Мать моя, я моржиха, вон как вырыли. О, тропинку. Конечно, похоронная. У нас в селе хоронят, там помогают друг другу. Стараются помогать. Если есть желание, скажем, я могу в летнее время более подробно поснимать там кладбище. Все-таки по всей России люди с нашего села живут, приехать не могут, а хочется посмотреть, где и кто лежит. И думаю, будут рады, если поснимаю. Если не хочется смотреть зрителям, я, конечно, перестану этим делом заниматься. Вот мой дедушка с бабушкой. Так, опа. И день смерти было 3 апреля. Уйди, Салан, айда. 3, это я крест такой. Ну, камон. Крест такой приварил. Неудобный тоже. Неудобный. Сколько уже я рассказывал про своего деда. Вон он, мой дед. Вот. Охотник тоже был. И бабушка. Ну, камон, уйди. И бабушка. Все, последние конфеты надо было больше взять, но так получилось, что потом. Все, уйди. Вот так вот. Бабушка с дедушкой у нас лежат. Надо еще там знакомые, родственники, везде кругом.
поделаешь. Блин, здесь чуть-чуть проваливаешься. Здесь прабабушка тоже лежит. Здесь у матери. Там тоже родственник. И еще конфеты у меня больше не осталось. Это уже на Троицу придем. На Троицу придем и, конечно же, всех пройду. Там больше конфет я возьму с собой. Да. Сколько уже, скольких я знал людей, сколько времени уже прошло, в общем. Да. Ну я срежу так, и там дальше пройдем по тайге. Вот так вот. Габу Анна Алексеевна, как-то крест неровно стоит. Обычно вот ставят на покойника, ложат лицом на восход. А этот крест чуть-чуть наоборот стоит. Пророков Ефим Андреевич. Так. 65-й. Вот такое кладбище. Кто я первый раз у меня видео смотрит. Так-то я уже есть фильмы походу на кладбище, как бы на Троицу ходили еще. Но я не стараюсь на Троицу приходить, потому что очень много народу тут, очень много, а я толпу не люблю. Сейчас вот я прошел, никого нету, так свободно. Я прихожу перед Троицей на уборку, или же не в праздниках, как-то так стараюсь. Такие дела. Ну все, сейчас буду напрямик идти. Сейчас пойду, наверное, сперва к первому шалашу. Там надо одну штучку открутить у меня. Вот. И после этого уже к основному шалашу. Сейчас, где я охочусь. Кругом следы, старые следы. Здесь человек прошел, может, с собакой там гуляет. Как видно, следы. Ну вот и начинается болото. Болото, где мы охотимся каждую весну. Уже сколько лет я здесь охочусь. Очень нравится. Поэтому каждый год готовлюсь к весенней охоте. Уже с осени был видео, как я косил там место там готовил. А сейчас я буду подправлять шалаш. Тут уже недалеко мой старый шалаш. Туда и сходим сперва. Ну вот мой первый шалаш. Видели, как все я готовлю всегда с крышей, сиденье. Все удобства делаю. И вот мне надо открутить эту железку. Это мой такой небольшой штатив здесь был. Сюда я ложил камеру, видеокамеру, и снимал свою охоту. Вот. А в этом году здесь хозяйничает другой охотник. Как бы он попросил у меня это место для охоты. Но я говорю, я в двух местах охотиться не буду. Так что можешь пользоваться, пусть охотится и ухаживает за этим шалашом. А я пойду на другой шалаш, на свой шалаш. Первый шалаш у меня вон там, оттуда я начинал охоту. Потом сюда перешел. Короче, в разных местах охотился. Ладно, сейчас я откручу эту штучку и пойдем дальше. Тулан, а? Туланчик. Открутил это сделаю. Может пригодится. Куда-нибудь установлю на свой рабочий шалаш. Ну вот и мы на своей территории. Вот она площадка.
где будет охота. А там шалаш вдали. Так поднимается ветер уже. Сейчас начнет жарить солнце. Быстро сейчас начнет таять. Видно, как сюда подъезжали лыжники. Вон несколько лыжней уже тут. Любопытство, наверное, или что тут. Ну все нормально вроде как. Гуси не улетели, утки еще здесь. Все тут, как и оставлял. Так, мешки что? Здесь тоже у меня чучело когда-то, я уже забыл про них. Тоже чучело, как я оставлял в прошлом году. А про эти чучела я и подзабыл уже. Ну все нормально, будем ждать весенней охоты. Сейчас еще я лапники буду таскать, и там у меня тоже свой самодельный штатив, блин. Так, ну, вон он. Ай, что только я не придумываю, ребят. Вот такой штатив у меня. Но это съемный. Это, в принципе, тоже пригодится, если будем нормально снимать. Так, быстрый штатив сделал самодельный, и еще не надо таскать там огромные большие штативы. Так, и еще вот эту железку куда-нибудь прикреплю. Еще в правую сторону, чтобы удобнее экран там смотреть. Так, ну как-то так будет стоять. Такой обзор будет. У меня там палка, вон палка, там палка, там палка. Ну, побольше я скосил в прошлую осень. И думаю, водоем больше будет. И как у меня чучел тоже очень много. Территория тоже должна быть больше. Хотел на Буране приехать. Можно было еще привезти. Я штук 15 гусиных чучел там дома лежат. Но в этом году уже я все передумал. Думаю, наверное, не буду уже их возить. Пускай фиг с ним. Все равно на гуще я мало когда хожу, потому что это тоже только сопли жуешь, там сидишь, гусиных перелетов практически нету у нас. Высоко летят. Ну посмотрим, какая охота будет. Может быть, даже и покажу по просьбам подписчиков. В прошлом году все снимал конкретно, все как было, но я удалил. Может, сейчас и жалею даже. Можно было все перемонтировать и также выкладывать. Ну, посмотрим, какая охота нас ожидает. Главное, чтобы все нормально было в жизни. И будем ходить. В прошлом году, наверное, 2 или 3 раза только приходил. Потому что весна холодная. Ты готовишься, вкладываешь тоже. Многие мощно вкладываются там и на технику, и чучела там заводские берут сколько, десятки штук. Все это деньги стоят, а охота идут с таким настроением, все там, настроение большое, такая целая бригада, улыбаются, а посмотришь там и на их охоту. 10 человек одного гуся подстрелят, домой возвращаются хмурые, недовольные, завидуют друг друга. Разве не так? Это в жизни так и есть. Так что бригада есть бригада. А когда ты один, ни на кого не надеешься, по-скромному все делаешь, всю охоту, что добыл, это все твое. Если ничего не попалось, ничего. Если есть что подстрелить, подстрелишь. А бригада это уже совсем другая стая. Не стайный человек я. Вот моя стая. 2 собаки. Тулана, вот ты ищи сейчас. Он где-то в тайге бродит. Он куда-то ушел. Не удивлюсь, если кого-то сейчас облает. Он бродяга. Он каждым днем сейчас становится бродягой. Все время где-то ходит. Буду возвращаться. У меня в планах
возвращаться можно пересечь это мощное огромное болото и там спуститься через дорогу. Но там как-то я уже проходил. А мне хочется вот здесь, по тайге здесь пройти. Наверное, я здесь пройду. Посмотрю, какой наст там. Если нас держит, я, наверное, там дорогу найду. И там пройдусь. Хочется уже там пройти. Я знаю, какая-то летняя дорога там идет, но ни разу не ходил там. Там Лымбаки что-то может... А, вон Тулан. Может, к речке еще можно сходить. Посмотрим. Я не вижу его. Я не вижу. Где он? Так. Вон он. Вон, нашел. Не пощада. Вот там бураница. Короче, не потеряемся. Думаю, не потеряемся. Все, сейчас я по-быстрому лапники натаскаю и в путь. Шалаш стоит. Я очень еще подправил. Все четко выдержит там двойной слой рубероида. Или один? А, один слой. Все четко, ребята. Хотел еще утеплить на... В принципе, степлером можно и во время охоты, когда сидишь, там делать нечего, можно степлером там утеплиться. Там щели, я имею в виду. Это, блин, ветер там выходит и холодно, ветреную погоду сидеть. Хоть в шалаше ты все равно там сквозняк и дует мощно. Вот такие дела. На многое не надо никогда рассчитывать, потому что охота, она такая штука, что ты надеешься, выходит. У меня в жизни именно так. Я когда иду на рыбалку или на охоту, уже уверенно иду, что у меня будет отличная охота. Я кого-нибудь подстрелю или поймаю на удочку. У меня всегда наоборот выходит. Удачная охота всегда бывает спонтанно. Спонтанно может тебе повезти там. И большинство случаев таких моментов, когда уже ты не надеешься ни на кого, там кого-то подстрелить, может такой налет уток будет и там четко постреляешь. Вот. Все, я работать и пойдем обратно. Да, Туланчик? Бродяга. Вот такие делишки. Тулан. У Тулана тоже лапы уже все в крови. 4 лапы. И у Айды все лапы уже кровь точит. Ну, ханлей. Ну, дайте. Где-то что-то вот. Все равно по насту ходить. Режет, блин. Ну-ка, тебе ставить. Прав. Ага. Ла, пойдите. Тулан, пойдите. Поспай. Хут. Поспай. Блин. Перчатку украл. Не перчатка, а рукавицы. Хуй, чё для хулиган. Какой? Боюсь, что воровую дичь они тоже будут красть. Когда при выстреле после падения на. Ай, да-то точно, блин. Рябчика при ней уже лучше не стрелять. Лампочку не понимаю. Ну, не было такого с ним. Ну, посмотрим. Так, поглядим. Где, что тут? Куда ведет эта бураница? Тут магистраль, лыжня. Смотрите. Магистраль. Тут видно всю зиму, тут люди ходят. Очень даже интересно. Это просто не охотники, а обычные люди, жители, любят на лыжах. Ну, не знаю, где круги у них. Так, солнце слева. Ну, пока туда сходим. Вспоминаю, ребята, я. Там озеро. Да, напрямик пойду. Я еще здесь искал подранка в прошлом году. Потом по ручью сходил вон туда. Ну да, все вспоминается. Ладно, напрямик сходим. Думаю, недалеко река Лымба. Пока нас более-менее держит. Но в лесу, на болоте лучше держит, чем в лесу. В лесу
все равно вот под ногами как-то чуть-чуть неприятно ходить. Побродим вместе. Так, вроде то место прошлогоднее, где я до сюда еще вроде как приходил, потом снег глубокий, и я обратно на свой шалаш пошел. Вот так примерно вот по солнцу сейчас пойду. Так. Вышли на какой-то пустырь, Старица, я думаю, здесь. А там уже сейчас открыто. Так. Ну да, Старица это. Значит, где-то там рядом, наверное, уже река. Тут я вообще не ходил ни разу. Представления не имею, где что, какой поворот, где что бегает, где у кого сенокос, но он видно тут. Раньше сено тоже заготавливали, шесты такие стоят. Тоже видно, как зарастает там забор, видно тоже. Ну, это от коровы. От села там коровы бродят по несколько километров. И поэтому столб делали и вокруг делали также забор. А ветви сейчас поднимаются, блин. Вон какие елки. Шикарные тоже. Беспризорники, в принципе. Так, ну что тут? Луга. Кругом луга и лыжня там. Там я смотрю, есть лыжня. Возвращаться я буду по этой лыжне. Да. Эта лыжня пойдет на ту бураницу. 100 пудов. Это лыжня у рыбаков или же просто ходят. Там уже река видна. Ну вот. Главное не упасть. Так. Ну что, ребята, первый раз показываю. Это река Лымба. Многие знают про эту реку. Богатая рыбой река. Семга, нерестица поднимается отсюда. Запрет на рыбалку на этой реке. Если поймают, но мало не покажется. Так что рыбачьте, но аккуратно, чтобы никто вас не поймал. Как мы видим, очень шикарная большая река. Где я охочусь, рыбачу, это совсем другая река. И она узкая. А тут, знаете, вот, очень мощная река. Я по этой реке на лодке ни разу не ездил. Не ходил. Только на Верховье я поднимался на транспорт, на мотоцикле, когда работал в лесу, там с лесхозом ездили. Такие истории могу рассказать про эту реку. Капризная река. Сейчас вот знаю, что рыбачат на этой реке, но мало когда удается тоже что-то поймать. Потому что река, надо попасть на этот клев, Хариуса. Очень капризная река. И если попадешь, конечно, уже будешь ловить трофейные хариусы. Редко, не стараются рыбачить зимой здесь. В основном на другие реки люди поднимаются. Но ездят, видно, как ездят, ходят. И лыжня тут, и бураница тоже. Все есть. Но туда я дальше идти не буду. Да, эта река выходит на самую окраину нашего села. Ниже
ниже. Я обратно поднимусь и пойду по той лыжне, о чем я рассказывал, показывал. Такие дела. Я не помню даже, что здесь когда-то рыбачил. Вот в детстве до того времени, как я женился, я еще более-менее в эту сторону, на Верховье, там поднимались на мотике, там ягоды собирать, туда-сюда, на рыбалку я не помню. Возле моста, вот здесь, сейчас вот где лес возят, через речку, хороший мост, новый мост сделали. У меня видео на весенней охоте, там я выкладывал. Короче, с этого моста еще рыбалка у меня была. Харюска там, ну, каждую рыбалку там ловили. Рыба ловится, она тоже не очень крупная тогда попадалась. Даже жена один раз как-то поймала. Интересно, там вода большая, на шашлыки съездили и случайно вот так попался хариус. Уф, блин, жарко становится. Очень жарко. Ну, видно, пытаются что-то тоже поймать, там везде ходят. Сейчас модно рыбачить. Эта мода пришла с интернетом. Это спутниковые тарелки появились. Все началось, этот бум рыбалки. Спиннинг, зимняя рыбалка. Ломки есть. Вот. На верховье этой реки хоть в середине января поехать, минус 40 градусов, верховье этой реки открыто. Ходят, приезжают даже с городов, походы, там открыто, вон течет чуть-чуть. Но ночной лед собаку держит. И очень красиво. Там, конечно, шикарно. И кряквы там всю зиму там не улетают на юг. Даже знакомые сейчас зимой ездили, гоняли на лодке, река открыта, на лодке ходили и, говорят, видели кряквы. Вот такие дела, ребят. Тут тоже бурились, но забросил уже старые лунки. Видно, наверное, тоже не очень активно клюет. Деревня там 30 километров или сколько, по рекам может 40 километров. Там деревня Люмба. Если в Яндексе там напишите, там это выйдет, что такое деревня Люмба. Там население тоже, поселок был. Люди жили, и сейчас охотники там еще несколько домов держат. Видели, какая мощная река. Очень, ну, мощная, видно, мощная река. Шикарно даже. Очень мощная. Вот здесь вот ширина такая. Я привык на своей реке, там я охочусь. У меня как ручеек там. Здесь, конечно, капитально тут широкая. Фу. Вот. Видели, как возле берега уже, как и на всех реках, чуть-чуть уже открывается. Но раньше времени все равно река не откроется и лед не пойдет. Это в начале мая у нас только ледоход. Раньше всегда открывалась 9 мая. Сейчас, конечно, весна потеплее и открывается в конце апреля, в начале мая. Это не знаю, как в этом году, когда охоту откроют. Глисты, птицы. Тулан куда-то ушел. Ладно, я здесь, наверное, поднимусь и обратно по лыжне
идем. В общем, будем направляться уже в сторону дома. Встал на лыжню. Иду по готовой лыжне. Но явно мне не по пути тут. Параллельно этой речке идет, видно. Да. Это Сборовска. Люди ходят. Ходили всю зиму тут. Нет, я, наверное, поверну. Срежу. Да, вон река, и параллельно этой реке спускается, там конец Челан выйдет. Лыжня. Старые иголки выпадают. Какой грязный снег тут. Ладно. Так, солнце направление, главное не потерять. Ну, здесь шикарная лыжня. Зимняя, с осени до весны здесь видно ходили. Сейчас наст, и поэтому, наверное, перестали. Не знаю почему, но свежей лыжни сейчас пока нет. Ну, пока здесь я буду идти по незнакомому месту. Возле болота видно. Возле болота там круг такой делает. Ну, это, думаю, выйдет. Там основная дорога на ГСМ был через Патракьяг. На эту дорогу выйдет. А там, думаю, еще больше ходили народу. И по этой дороге уже направо пойду. Ну, домой. Куда еще? Ну да. Именно вот возле болота. Наш шалаш там уже вдали остался. А это такой круг делаем. Можно здесь напрямик. Прямо строго напрямик. Там даже вышка, наверное, где-то должна быть видна. Это от сотовой вышки. Ну нет, круг такой делаю. Небольшой наш бросок. Зарядку, физзарядку. Такую физику. И собаку пусть погуляют. Вот я иду оттуда, с левой стороны, такой кружок сделал. И знаете, я ушел с речки, там лыжня была. Видно, эта лыжня вот по этой дороге вот сюда и направляется. Если я там, короче, прошел, походу я тоже сюда выйду. Ну и лыжники, наверное, такой кружок себе сделали, вот такой маршрут и ходят. Ну я первый раз здесь иду и, ну так, присматриваюсь, но не знаю, наверное, дальше здесь ходить не буду, это не мое как-то. Все чужое здесь. Ну, познакомился, и то ладно. Давно уже хотел по этому маршруту пройтись. И хотел, знаете, вот осенью ходить. Просто от грибы есть, нету там проверить. Но получилось, что я по снегу, по насту иду. И сыроватое место тут. Все время как-то возле болота такой кружок делает. И, наверное, глубокий мох тут. И сыро. Вряд ли, что здесь грибы. Ну, грибы, может, и есть. Кто его знает. Тоже пешком ходили. Пешком, на лыжах, кто на что, на чем хочет, там и ходит. Там проваливаешься, он куда солнце не попадает, там наста нету, и фигово ходить. Такая полоса тут. Полоса. Ну, морожку, наверное, тут собирают в основном. Морожку, вот для морожки место вот самое то. И первые, кто далеко не может ходить,
Все ходят поближе от села, собирают морожки, ягоды. Остатки природы тут еще стоит. Вон какой красивый лес. Сосновый бор такой. Здесь боровики. Всю осень собирают. Очень приятное место такое. Шикарный лес. Иду оттуда. Тут такой привалочный пункт, видно. Сидюшки такие. И отдыхали, чай пили, костер делали. Вот так. И, наверное, осенью тогда, когда ягоды собирают, отдыхают тоже люди. Просто так сидюшки не сделано. Сделано уже давно. Этот подлезал у меня, возле меня. Он куда-то он туда ушел. И там спуск идет. В детстве тоже в ту сторону ходили. Но вот не помню, это основная дорога. Вот тут. Или какая-то на сенокос какой-то идет. Вроде как там тоже река. Ладно, лыжня вон туда пошла. И мы тоже туда пойдем. Может быть, даже чуть дальше основная дорога будет, которая идет на гидросъем. ГСМ, не гидросъем, ГСМ. Там основная баржа туда ходили и топливо возили. Ну, дороги у нас практически не было. И на баржах привозили мощные цистерны, там стояли. Заправляли эти цистерны, и лесопункт пользовался этой топливой на почти круглый год. Думаю, даже так. Вот такие дела раньше были. А сейчас дорога везде есть, и все время возят топливо. Предприниматели. Придет. Не буду звать. Пускай привыкает. Излюбленное место здесь односельчан. С осени, вот с начала сентября здесь вот как начнет выходить боровики. И весь сентябрь собирают. Бабульки, старушки. Кто тайгу особо не знает, все сюда вот ходят. Здесь не потеряешься. Здесь там село, слышно грохот всегда. Лай собак. Здесь болото с другой стороны. Такое кольцо. И это где-то, думаю, 2 километра, наверное. Или 1,5 километра такой лес. Еще нам идти вот по этой дороге. Вот он летит. Не, больше сюда не приду. Я имею в виду зимой. Ну, разок прошелся и все. Следующий год, если также по нас поход будет, уже в другом направлении будем снимать и ходить. Все уже я, ребят, подзабыл, видно. Это второстепенная дорога какая-то. На сенокос вроде идет. А вон там уже, как я вижу, там такой спуск идет к речке. А здесь не удивлюсь, если будет где-то основная дорога. Именно та дорога, которая идет, ну да. Та дорога, которая идет на ГСМ. Бывший ГСМ. Ох, как раздербанили этот ГСМ 90-е. Кто что успел, тот и дернул оттуда все. Кто цистерну, кто еще. Все, короче, как всегда. Вот он, трасса-то.
основная. Ну вот на большой дороге сейчас мы находимся. Да. Вот это Патрак-Яг называется. Кто смотрит из Нишерских в городе. Я нахожусь на Патрак-Яге. Здесь, наверное, я еще не снимал ни разу. Помнится, вроде нету еще видео, чтобы я по этой местности бродил. Там, если по этой дороге идти, там на устье Лымвы эта дорога идет. Все, а нам совсем в другую сторону, в другом направлении. И там трасса будет, которая идет, основная трасса, которая идет на Биошорье и еще дальше, где всю жизнь, всю жизнь, можно сказать, работала лесопункт и старые дороги, бесконечные дороги до Биошорья и дальше. Ну, с километра, полтора, ну, не больше, не еще тут шагать. Бураница сходили, ездили, то есть. Сосновый бор. У многих лесных предпринимателей, наверное, яйца чешутся, чтобы вырубить эту тайгу. Но пока им не дали, хоть поблизости от села, хоть какая-то тайга осталась еще. То, блин, проедешь за 7 километров, уже там все голые вырубки начинаются. А такой лес вот еще. Где еще можно грибы собрать, еще остатки поблизости от последней остались. Ну идем. Где-то половину пути на уже прошли. Что вот там тулан нашел-то. Играется молодой. Ну вот и вышли на трассу. Там старый лесопунктовский гараж. Горбыли, тут пилорама новая открылась тоже. Частная пилорама. Так что жизнь продолжается. А верба такая красивая вон там. Видели, какая верба. Красотень. Вот такой кружок сделали. С дома вышли, через кладбище прошли, через болото и через шалаш. И такой кружок я сделал. Короче, такой марш-бросок. Вчера мне исполнилось. Вчера у меня был день рождения, и сегодня я свое похмелье. Вот так я опохмелился вообще. Выгнал весь шлак вчерашний, что мы немножко посидели. Опа. Вот такие дела. Вот такая трасса, еще не ледник, еще не растаяло ничего. А я не через дорогу, не по дороге пойду, а также на семье. Тут уже все тает. Уже начало таять, куда солнце попадает. Быстро все это дело происходит, все тает. Вот так. Ну, по второму разу уже снимать не буду. И буду идти по своей тропинке, где я с утра проходил. И на этом, наверное, я буду заканчивать свой поход. Как всегда, всем спасибо, кто досмотрел сегодняшний фильм. Тула. А мы уже домой, все, больше снимать не буду. Всем спасибо и удачи, всем пока. Ждите новые походы, вообще скоро уже будут весенние походы. Снег растает. Будем смотреть, что снимать.